В данном видео я вам покажу рынок в Италии. Данный рынок в городе, в котором я живу, 2 раза в неделю. Также практически в каждом городе есть такие рынки по определенным дням. И многие туристы, приезжая в Италию, в первую очередь они всегда спрашивают, по каким дням у вас рынок, так как на этом рынке вы можете купить одежду по низким ценам, какую-либо посуду и все такое. Я же, если выбираю одежду на таких рынках, то я стараюсь выбирать такую одежду, где написано «сделано в Италии», так как в Италии тоже очень много одежды, которая привозится из Китая. Так, я уже дохожу до рынка, и нужно одеть маску, потому что здесь штраф на рынке, если кто ходит без маски, 1500 евро. Здесь вот обувь всего лишь 6 евро. Одна пара. Смотрите. Это остатки из магазина какого-то. Потом сумки всего лишь 2 евро. Посмотрите. Здесь вот разные платья по 6 евро. Все. Здесь вот обувь, написано всего лишь 2,99. Разные тапки. Это вот я такая замаскировалась в маске, в очках. Я здесь как-то на рынке давным-давно, где-то 3 года назад, купила обувь, полусапожки, всего лишь за 10 евро. Так я их проносила целый учебный год здесь, в Италии. Потом, когда я вернулась в Исландию, и там я еще проносила их где-то год. И в итоге, после этого, когда я обратно переехала в Италию, я отдала их одной девочке. И я не знаю, сколько она еще их носила. И я просто была удивлена качеством, когда обувь стоит всего лишь 10 евро, и я их так долго проносила. Так что не всегда, можно сказать, если дешево, то значит качество плохое. В Италии очень часто можете найти обувь, которая стоит мало, но качество очень хорошее. Рынок здесь, конечно, большой, но я не хочу ходить по всему рынку, так как очень-очень жарко и мне просто неинтересно. Я пойду выпью кофе. Это вот я взяла себе круассан, он веганский, без молока, и капучино с соевым молоком. Мне нравится это кафе, мы сюда всегда приходили со студентами.